Так, смотрим дальше. Скорпионы. Скорпионы, 22 мая. Понедельник, события дня. Посещение госучреждения, может быть, книга. Общение со змеей. Может быть, это кто-то в госучреждении будет с длинным злым языком. А также, смотрите, показывает, что, возможно, это событие повторяется каждый месяц, вы ходите. Общение с друзьями, дружба. Конфликт. Кстати, может быть конфликт с другом. Прибыль. И решение вопроса. Ну, в принципе, день неплохой, да, то есть за исключением только конфликта. Возможно, вот змея, да, то есть кто-то что-то скажет такое ядовитое, ну и вы, конечно же, будете отвечать. Солнышко, радость. Будильник нельзя. Здесь нет. Значит, смотрите, в этот день посещение госучреждения, повторяющиеся события, имеющие цикл, хорошее настроение, общение с человеком, у которого длинный злой язык, общение с другом, конфликт, прибыль и решение вопроса. То есть много хороших событий, но есть, видите, и парочка предупреждений о том, что на пути повстречается змея и может быть ссора. Так что обходите всяких разных змей в понедельник стороной. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Смотрим. Стрельцы. 22 мая. Понедельник, события дня. Чемодан. Разлука. Интимная связь. Застолье. Нерешенный вопрос. Горизонтали, вертикали не нашла. Получается 4 события у вас только. Первое показывает, может быть, интимная связь. Ну или если выпадать первым, еще бывает, что с утра неохота вставать. Так проигрывается.
Дальше, может быть застолье в этот день. Будет нерешенный вопрос, который не решится. Видите, ножницы не выпали, потом вы его не решите, скорее всего. И может быть либо разлука с кем-то на время, либо встреча после разлуки. Если кто-то уезжал, можете в этот день встретиться. Ну, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерогам. Двадцать 22 мая. Козероги. События дня. Понедельник. Замочек. Узнаете какой-то секрет. Общение с семьей, с детьми. Деньги. Финансовые операции. Змея. Успех. Ну и свидания нельзя. Я эту карту могу только сюда положить, да, то есть я повернуть эту не могу, поэтому нельзя. Значит, смотрим 5 событий. Первое показывает, что вы узнаете какую-то тайну, секрет в этот день. Что-то откроется для вас интересненькое. Будет общение с детками, с семьей, получение. Ну, иногда, конечно, мешок показывает и траты, поэтому, ну, скажем так, финансовая операция, да, то есть что-то происходит с финансами. Успех в работе, в делах и общение со змеей. Ну, тут тоже это может быть и член семьи по году рождения змея, может быть медработник, ну, может быть и человек с, как бы, да, с ядовитым таким язычком, поэтому тут тоже нужно этот момент учитывать. Ну, чаще всего, конечно, проигрывается как язвительное отношение к нам, поэтому тут вот будьте готовы к этому. Благодарю за внимание, козероги. Перехожу к водолеям. Так, водолеи. Двадцать 22 мая. События для водолеев. Понедельник. Общение с каким-то влиятельным человеком и победа. Может быть, этот человек будет присуждать вам победу. То есть еще как вариант может так быть. Новость.
Событие, которое повторяется каждый месяц, будет в этот день. Свидание может быть. Неприятность. Деловая встреча. Солнышко нельзя. Гости нельзя. Замутчик тоже нельзя. 2 карты зафиксированы. Подарок нельзя. Это зафиксировано. Значит, смотрим. Получается у вас в этот день деловая встреча. Возможно, вот с каким-то влиятельным человеком. И вы одержите победу, хороший результат. Получите новость. У вас может быть приятная встреча, свидание в этот день. Повторяющееся цикличное событие какое-то. И вот есть, конечно, и минус, это неприятность. То есть может произойти какая-то неприятность. Опять же, она выпала рядом с повторяющимся событием. Может быть, они могут быть связаны. То есть имейте это в виду. Например, идете оплачивать что-то, забыли дома какую-то бумажку, паспорт, документ. Да? То есть, ну, вот. Неприятность — это обычно какая-то наша ошибка, невнимательность, которую приходится потом исправлять. Так что будьте осторожны в понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Смотрим рыбки. Понедельник, 22 мая. События. Показывает, что у вас может быть какое-то событие, мероприятие в этот день. В доме, может быть, либо куда-то пригласят кому-то. Ну, это обычно в семье, в родне происходит. Интимная связь. Кровать. Будильник показывает на определенное время, да, то есть вот это событие будет на определенное время. Победа. Дорога. Исполнение желания. Сундучок нельзя. Ожидание. Хорошие новости. Ожидание хороших новостей. Ну, в общем, у вас день очень-очень классный. Да, то есть показывает, что у вас может быть какое-то событие, мероприятие. Будет победа, поездка, интимная связь, хорошие новости, ожидание, исполнение желания. И получается, видите, у вас минус выпадает, связанный со временем. То есть будильник выпал, показывающий, что могут быть какие-то проблемы. То есть либо спешка, либо ожидание. А корабль просто показал, да, в какую сторону качнется, да, этот маятник. То есть, скорее всего, что вы будете ждать по времени. Например, куда-то приехали, кого-то ждете. Да, то есть или в дороге, да, какие-то задержки. Ну, там пробка, не знаю, не вовремя не приходит транспорт. То есть вот тут как-то вот так может. И будильник говорит, что вы можете из-за этого либо опаздывать, либо раньше приезжать. То есть вот к этому надо быть готовыми. Так что вот такой день. Но зато вот смотрите, сколько классных других событий. Вот такая информация для вас, рыбки. Благодарю за внимание
И жду вас на своих новых видео.